В свою очередь хочу сказать, что вот сейчас у нас начинается конкретная задача, которой предстоит нам готовиться к началу второй части чемпионата России. То есть сегодня у меня были вопросы к техническим, в первую очередь к техническим параметрам именно инженерии нашего стадиона, которая должна быть готова. Стадион всегда, в первую очередь, он состоит из многих коммуникаций по инженерии. Если у нас инженерия стадиона не будет полноценно функционировать, мы не можем провести матчи чемпионата России, и не только, или любые мероприятия, которые происходят у нас на нашем прекрасном Ахмат-арене. Сегодня конкретно мною было дано поручение всем техническим службам, каждому отделу по отдельности, чтобы они привели полную готовность все коммуникации, начиная от интернета, кончая именно спортивным освещением, которое необходимо именно быть на стадионе. Ну, конечно, немаловажный вопрос состоит и по качеству полей, которые всегда должны стоять, всегда должны смотреться лучше всех. У нас, как известно, телевизионная картинка с нашего стадиона всегда славится своим качеством, и мы всегда ставим такую задачу, чтобы именно телевизионная картинка с Ахмат-арены выглядела ярче всех, красивее, краше всех, как говорится. И сейчас, но сегодня, конкретно сегодня утром, мною были даны задания нашему главному агроному, чтобы он привел в чувство наш газон, который на данный момент находится в зимней спячке. Он получил конкретное задание, действия, которые должны привести к 29 февраля, к первому матчу второго круга, чтобы привести в наше поле самые лучшие качества, которые должны быть перед началом чемпионата. Стадион Ахмат-арена всегда отличался от других стадионов своим безопасностью, своим порядком. У нас на территории Ахмат-арены, я подчеркну, даже приезжие болельщики ведут себя очень аккуратно, очень дружелюбно. Наши болельщики, они всегда остаются со своей порядочностью. Никаких эксцессов, которые связаны с безопасностью, которые связаны боязнью каких-либо команд или их болельщиков при приезде именно конкретно в Грозный на Ахмат-арену, у нас такого не существует. Наоборот, всегда все отмечали, что качество безопасности именно на Ахмат-арене в Грозном всегда выше, чем в других любых регионах России. У меня всегда есть именно это наболевший вопрос для меня, потому что лицензия УЕФА, которая необходима для проведения международных матчей, мы к этому всегда стремимся и всегда готовы к проведению самых высокого уровня ранга международных матчей. Но вопрос состоит в другом. Мы, да, принимали второй раз уже, за прошлым летом, второй раз уже принимали комиссию в составе инспекторов УЕФА. Я непосредственно участвовал в приеме этой делегации. Мы вместе не только по стадиону, полностью по стадиону провели их. Они присутствовали на футбольном матче, когда к нам приезжала команда, играющая на международном арене в Кубке УЕФА Краснодар. Они присутствовали на этом матче. Они во время матча ходили по территории. Они видели все параметры работы стадиона. Они видели, как болельщики заходили, как себя болельщики вели во время матча. Даже самый пик, час пик, когда перед началом матча оставалось буквально 15-20 минут, они прошли через все коридоры, где проходят болельщики, сами все видели, вроде как нам отвечали, везде были довольны, но так как в решении заседания УЕФА мы не участвуем, и так как мы еще официального ни отказа, ни подтверждения еще не получили, мы пока решение УЕФА не видим. Но хотелось бы все-таки получить его, хотелось бы все-таки положительным ответом получить. Будем надеяться, пока наша любимая команда Ахмат занимает то высокое место, которое будет позволять играть в Кубке УЕФА,
К тому времени мы надеемся получить уже официальную лицензию УЕФА для проведения этих матчей под международной эгидой. Ондай рейс болды? Масана қылды, онда чудаққан шундай рейс қылды, онда тұқыды оны қат шумдала митченақ бұзады, оны кеч тұқты. Рейс болды, арат болды. Масары бар.